Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Площадь пожара в лесах Якутии растет. Сухая погода и порывы ветра угрожают задымлением десяткам населенных пунктов. Сотни тысяч выпускников по всей стране уже сдали единые госэкзамены. Как сказалась пандемия на предварительных итогах испытаний. 4 счастливчиков из Якутска с первыми студентами знаменитой «Щуки» встретились наши корреспонденты. Количество лесных пожаров в Якутии за последние сутки увеличилось. На территории республики действует 83 природных возгорания. За сутки возникло 16 пожаров, 8 ликвидировано. Таким образом, площадь активного горения составляет 385 гектаров. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Момском, Тампонском и Усть-Алданском районах, где зарегистрировано 40 очагов. Есть вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории 6 районов республики. Также за прошедшие сутки в Якутии выявили 55 новых случаев коронавирусной инфекции, 41 из них в столице региона. Также заражение COVID-19 фиксируют в Верхневилюйском, Сунтарском, Намском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Хангаласском улусах. Все заболевшие госпитализированы, контактные лица выявлены и находятся под наблюдением. По словам министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, становится больше заболевших COVID-19 среди людей старшего возраста. Хотелось бы отметить, что, к сожалению, несмотря на то, что ситуация, как вы видите, по цифрам ежедневно улучшается, но тем не менее мы фиксируем большое количество заболевших сегодня уже другой категории лиц. Это хронические заболевания, это люди старшего поколения. Они протекают, у них заболевание протекает наиболее тяжело. У нас сегодня достаточно большое количество людей лежит на кислородной поддержке. Я хотелось бы обратиться к нашему населению, все-таки соблюдать меры предосторожности, безопасности, продолжать носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию социальную. Конечно, необходимо и заниматься дезинфекцией как в своих каких-то офисных помещениях, так и непосредственно в домах. Мы все время контролируем жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы они проводили дезинфекцию текущую в наших подъездах. Но, тем не менее, необходимо и самим заниматься собственной безопасностью, максимально протирать руки, мыть руки, в том числе дезинфектантами. Это действительно дает очень хороший положительный результат, который мы видим в течение уже полугода работы с этой данной инфекцией. Реализацию национальных проектов в нашем регионе рассмотрел глава Якутии Айсен Николаев. В своем вступительном слове руководитель республики отметил, что на сегодняшний день есть достаточно много вопросов, требующих каждодневного внимания. Айсен Николаев подчеркнул, что при невыполнении поручений по реализации нацпроектов в отношении руководителей будут приниматься персональные меры ответственности. Глава региона поручил исполняющему обязанности премьера Якутии Андрею Тарасенко ежедневно контролировать работу с национальными проектами. Хочу сказать, что на сегодняшний день, конечно же, есть достаточно много вопросов, которые требуют каждодневного внимания со стороны кураторов национальных проектов. Несмотря на большую позитивную динамику в реализации проектов, мы сейчас видим, что по итогам проверок, которые делают наши контрольные и надзорные органы, достаточно много серьезных моментов, в том числе вплоть до, скажем, разработки и принятия нормативно-правовых актов на уровне правительства республики, они практически сегодня не сделаны. Программу «Глобальный бизнес-2020» запустили в республике. Это образовательная программа в области маркетинга и бренд-менеджмента. Ее цель – помочь нашим компаниям усилить свои рыночные позиции и масштабировать их деятельность за пределы Якутии, написал глава республики Айсен Николаев в своем твиттер. Глобальный бизнес включает в себя обучение управленческих и коммерческих команд госкомпаний. Благодаря программе управленцы освоят практические инструменты маркетинга. А накануне исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко работал в Намском улусе. В начале поездки он посетил музей истории государственности республики в селе Хатырык. Гости возложили цветы к памятнику выдающегося государственного и политического деятеля Максима Амосова. Также Андрей Тарасенко побывал на площадке строительства нового культурно-спортивного комплекса в селе Маймага и оценил темп работы.
По плану комплекс откроет свои двери в конце текущего года. В селе Битюн, исполняющий обязанности премьера, посетил летнюю ферму крестьянско-фермерского хозяйства «Даина». Далее Тарасенко ознакомился с ходом строительства нового здания Дворца культуры и духовного развития в селе Намцы. Работы находятся на начальном этапе. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году к 125-летнему юбилею Максима Амосова. Продолжается промывка и дезинфекция сетей водоснабжения в столице региона. С начала промывочной кампании специалисты водоканала провели работу примерно на 80 из 112 километров трубопровода. Работы ведутся в ночное время с 22:00 до 6 часов утра следующего дня. Подробную информацию об участках проведения работ и порядке отключения воды можно узнать на официальном сайте компании «Водоканал», а также на странице организации в Инстаграм. Данные промывки у нас производятся ежегодно согласно графика промывки и дезинфекции трубопроводов, утвержденной Роспотребнадзором Республики Саха-Якутия. Данная промывка необходима для прочистки, для дезинфекции магистральных трубопроводов, чтобы исключить возможность попадания гипохлорита нашим потребителям. В обязательном порядке перекрываются все технические присоединения абонентов. В данном случае по данной промывке у нас попали 10, 11, 13 квартала, с 65 по 68 квартал, жители района Прометей. В Алдане продолжается благоустройство города. Медленно, но уверенно городские улицы одевают в асфальт, преображаются тротуары. На темпы работ повлияла пандемия и все вытекающие из нее последствия. Подробнее Руслан Павлов. Улица Пролетарская города Алдана оделась в твердое покрытие. Она еще ни разу не была в асфальтированном варианте. Подобного убранства ждут еще несколько улиц города. Работы идут медленно. В процесс благоустройства вмешался коронавирус. Конечно, сегодня есть очень большие нарекания по качеству укладки, потому что те бригады, которые работали просто из-за коронавируса, не приехали, обучили новых специалистов, но опыта не хватает, поэтому нарекания есть. Еще никакая комиссия не работала по приемке. Планируем где-то к концу августа начать вот эти процедуры. Но те объемы, которые есть, заложим по оплате, пока еще ни рубля, ни бюджетных денег, ни денег с дорожного фонда не производились. 18 миллионов рублей на асфальтирование улиц, 14 миллионов на тротуары и кюветы. В этом году обустройство канавного хозяйства было решено провести на самой протяженной улице 50 лет в ЛКСМ. Бригады работают, но, как и на асфальтировании дорог, не хватает специалистов. Километр 200 по программе ППМИ, тротуары по 50 лет в ЛКСМ. Сегодня буквально подрядчик привез первый этап асфальтирования, то есть ремонта тротуаров и кюветов, да, пока тоже ничто не принято. Это здесь будет с участием жителей и депутатов, и общественности проводиться приемка этих объектов. Идем в графики. Продолжаются работы и в центральном сквере города Алдана. Растянувшийся на 2 лета производственный процесс был обусловлен срывом поставок оборудования и простоями рабочей силы подрядчика. Сейчас бригада занимается установкой фонтана, затем приступят к расстановке парковых скамеек и мелкого оборудования. Впрочем, времени немного. Срок сдачи сквера под ключ – конец августа этого года. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Сотни тысяч выпускников по всей стране уже сдали единые госэкзамены. В этом году они проходили в условиях специальных мер безопасности из-за коронавируса. А предшествовали выпускным испытаниям несколько месяцев удаленной учебы. Как все эти факторы повлияли на предварительные итоги ЕГЭ, узнаем из материала Максима Кардозу. Билет номер 9. Прием. Что вы сказали? Такая находчивость студента из фильма Леонида Гайдая для современных школьников кажется каменным веком. Сегодня в ход идут модные гаджеты и микронаушники. Но даже шагнувшие вперед технологии не спасают тех, кто хочет списать во время ЕГЭ. В этом году Ростелеком разработали программу машинного зрения, так сказать. И у нас искусственный интеллект даже следил за тем, чтобы ребята не применяли мобильные средства. И, кстати, половина нарушений как раз-таки выявлена благодаря этой новой технологии.
И нарушения действительно были. 850 случаев по всей стране. Но это на треть меньше, чем в прошлом году. Правда, главная тема ЕГЭ-2020 была совсем другая. Это беспрецедентные меры безопасности. Санобработка, термометрия, шахматная рассадка, дистанционная подготовка. Многие родители переживали, что в таких условиях дети просто не смогут достойно подготовиться и сдать экзамены. Но это оказалось лишь пустым опасением. По сравнению с прошлым годом улучшение в сторону качества у нас есть. И даже вот увеличение числа сдавальников наших детей 2 раза увеличилось в этом году. В этом году 33 выпускника получили по 100 баллов. В Якутии в этом году ЕГЭ сдавали почти 6 тысяч школьников, и 2 из них получили по 100 баллов за 2 экзамена. Специалисты говорят, это результат мотивационной подготовки на самоизоляции. Сдавали ЕГЭ в этом году только те, кто хотел поступить в вуз. Не обошлось и без скандалов. Задания по химии многим показались слишком сложными. Эксперты уверяют, это лишь способ проверить реальные знания, а не работу по шаблону. Мы действительно убираем из измерительных материалов вот тот аспект, на который можно натаскаться по шаблону. Изменился контекст ввода задания. То есть добавилось то, что не было представлено в примере. Это один из примеров вариантов, который представлен был на сайте. Те ребята, которые имели глубокое знание химии как предмета, то, о чем и говорит учитель, без проблем справились. В целом ЕГЭ во всех регионах прошел без происшествий, а главное, после экзаменов не было зафиксировано вспышек заражения коронавирусом. Впереди дополнительный период сдачи ЕГЭ и время подачи документов на поступление в вузы. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. В Русском драмтеатре в Якутске сегодня встретились с ребятами, поступившими в театральный институт имени Щукина. Отметим, якутян в знаменитую «Щуку» отбирали впервые за всю театральную историю республики. Всего целевых мест было 5, из них 4 счастливых билета вытянули выпускники из Якутска, а 1 место досталось абитуриенту из Хабаровского края. Они будут обучаться актерскому мастерству отдельной национальной труппой со своим мастером и будут жить в общежитии. После окончания учебы будущие артисты вернутся в Якутск работать в Русском драмтеатре. Напомню, в прошлом году отбор проходил и в легендарную Щепкинку, так что через 4 года якутские театры пополнят новые профессиональные артисты. Мы все ребята, мы все счастливы, мы все этого долго ждали, мы об этом мечтали, мы ходили на занятия, мы представляли этот день, наверное, только в мечтах. И вот сегодня уже подписание документов, и мы просто на 7-м небе от счастья. Я всегда летчиком хотел быть, как говорится, случайно попадаешь иногда. А так, сложно ли быть актером? Ну, это, наверное, да, конечно, с утра до ночи репетировать, на занятиях быть. Это затратно очень сильно и энергетически, и морально, и физически. Но, тем не менее, это, я думаю, того стоит. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.